Это время нам дано Богом, чтобы мы могли здесь прийти в Его присутствие. Слава Господу. Всякий раз я предполагаю свою веру, и вера моя в том, что Бог говорит, и на веру мою отреагирует. И вера моя в том, что я когда прихожу в Его присутствие, там, где двое или трое, пускай ребята сидят, пускай они наслаждаются. Бог их будет тоже касаться. Они в Доме Божьем. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность, потому что моя вера, там, где двое или трое собрано, во имя Его, там и Он. Аллилуйя. И знаете, всякий раз, когда я собирался с людьми веры и соглашался с ними на что-то, то всегда Бог приходил и обещал, что если вы согласитесь двое или трое во имя Иисуса. Я только что соглашался с группой прославления, и моя молитва была в том, что мы верим, что мы пришли в Его присутствие. Потому что это Его дом, Он здесь живет, Его обитание здесь, и Он также живет в твоем сердце, Он на твоих улицах, Он в этом городе, Его имя Господь, аллилуйя. Он всемогущий, и Он сказал, я изолью Святого Духа на всякую плоть. Люди будут пророчествовать, видеть видения. Другими словами, Он говорит, я хочу, чтобы церковь ходила в силе, в славе. Я верю, что Бог говорит о том, что время чудес вернутся. Я верю, что время присутствия Его являть. Аллилуйя. Я верю, Господь, что верных Он видит всегда, терпеливых, твердых духом. Он всегда напоит. Аминь. Все, кто взывает к Нему. Знаете, я хочу, чтобы это сегодня служение, оно было каким-то было нестандартным, возможно, не наезженным, не каким-то механическим. Вот чего-то у меня такое сегодня желание, я даже сказал некоторым, возможно, я какую-то ошибку сделаю, но она будет покрыта Божьей славой. Почему? Потому что я хочу в духе ходить. Я хочу молиться, возможно, за людей, возможно, что Он хочет. Почему? Потому что я знаю, когда Моисей обратился и сказал, Господь, покажи мне свое лицо, вернее, покажи мне самого себя. Бог пришел. Бог, и в Исходе говорится, что Бог пришел к Моисею. И Писание говорит, что Он спиной явился. Но мало того, что Он спиной явился, и он не мог видеть его лица, он начал с ним общаться. Он показал свой характер, милосердие. Писание говорит, что Моисей, когда обратился к Богу и попросил Его, чтобы Он ему открылся, Бог начал ему открываться. Вы знаете, я вам хочу сказать, мы ничем не хуже, не лучше Моисея. Я одно хочу сказать, прежде чем мы будем дальше идти. Нужно вам понять одну вещь. И я это понимаю как пастор, что если ты живешь по плоти, тебе очень трудно будет познать Духа Божьего. Если ты грешишь так же, как и любой человек в этом мире, тебе очень тяжело будет познать Его, приблизиться к Нему. Даже это я говорю о христианине, я не говорю уже о человеке, который не знает Его. Но Бог, Он Духом Божьим, Он влияет на судьбы людей и Его желание прикасаться. Его желание, чтобы познакомить с самим собой. Он и послал нам утешителя, наставника, утешителя, учителя, который приходит и научит нас всему. Он будет учить нас таким вещам, которые вы, возможно, не знаете. Бросьте сами себе вызов. Бросайте вызов Богу. Бросайте, перестаньте изучать сами себя. Когда вы будете знать Бога, вы узнаете, кто вы. Потому что Бог просияет на вас. Знаете, очень трудно научить человека. Но нужно человеку понять, что он может учение принять и научиться. Если человек хочет учиться, он обязательно научится. Ты можешь ему какой-то кол на голове тиши, наставляй, учи. Но если человек не хочет учиться, он не сможет научиться. Вы понимаете, о чем я говорю? И всякий раз, когда Иисус приходил, почему была разница между людьми, которые реагировали на Него правильно, кто-то неправильно реагировал, потому что те, кто не хотел учиться, те, кто от жизни не хотел вкусить, потому что Он, Писание говорит, Он жизнь. Он жизнь. Аллилуйя. Он совокупность совершенства. Он весь наш потенциал. Это тот, кто сказал, «Я Господь». Разве это не чудесно, дорогие мои? Разве это не чудесно? И вот это время поклонения, когда мы начнем поклоняться с вами. Давайте мы будем акцентировать, постарайтесь сегодня фокусировать свое сердце, свою душу свою, при этом забывая все старое, забывая прошлое, простираться вперед. Простираться вперед. Писание говорит, если ты взял этот плуг,
Я не знаю, пахал ли ты плугом, я пахал плугом. Я знаю, что такое взять плуг и как его вести надо. Знать, что если оно идет в одну сторону, надо его немножко подправлять в другую. Знать, как говорить лошади, как давать команды, как самому не тормозить. И я хочу сказать, если ты за плуг берешься, Писание говорит, если ты взялся за плуг, то не оборачивайся назад. Не смотри на прошлые поражения, даже не смотри на прошлые победы, потому что сегодня день новый. Сегодня тебе надо познакомиться с тем, кто является твоим целителем. Аллилуйя. Скажите, вы понимаете, о чем я говорю? Это просто, очень просто. Бог очень простой. Возможно, вы уже 100 раз это слышали, но это даже не просто слова громкие, это как моя молитва и умоление просто, чтобы каждое сердце ваше, даже во всей усталости твоей, чтобы ты смирился под крепкую руку Божью. Аллилуйя. Чтобы ты мог понимать. Если ты молод, ты можешь стоять на ногах и поклоняться. Встань, пожалуйста. Если ты уставший, ты можешь сидеть. Но как тебе удобно. Но очень важно, чтобы в том месте, где ты есть, чтобы это было комфортно для встречи с Богом. Это прежде всего твой дух и ты. Аллилуйя. Я прошу всегда Господу, когда прихожу, чтобы включить свое сердце. Я всегда стараюсь акцентировать свое внимание даже не на себе. Я говорю плоть. Я просто говорю своей душе: славь Господа. Славь, душа моя, Господа. Я фокусирую и говорю: приблизься так, как ты можешь приблизиться это к самому близкому человеку. Не пугая его, не стуча ногами, не врываясь в его присутствие, а просто начать с ним говорить, поклоняясь ему, прославляя его, дорожа этим именем Иисуса Христа. Сегодня имя Христа, оно живое, оно среди нас. Он здесь, Его слава, она здесь. Я говорю это сейчас с верой, иногда я этого не чувствую, но я прихожу, и я начинаю говорить: Господь, Твоя слава здесь. Я ожидаю от Тебя. Я ожидаю. Ты сказал, когда я буду поклоняться Тебе. Я это говорю самому себе. Я Ему говорю: Господь, я серьезен с этим, потому что Бог, кто с Ним серьезен, Он будет приходить. Он будет приходить. Когда ты серьезен с Ним, Он будет серьезен с тобой. Когда ты будешь игнорировать Его, Он проигнорирует тебя. Если ты очень внимательный к тому, кто есть Бог всемогущий, аллилуйя, ты поймешь, что Он Бог славы. Бог славы, Он, аллилуйя. Он Бог, который явит свое спасение. Он явится, значит, Он сделает за тебя реальным, действенным, чудотворческим, изменяющим твою жизнь. Он сделает так, что ты поймешь Его, что Он добр. И если ты будешь поклоняться Ему, ты уразумеешь, что милость Его велика, и она здесь с тобой. Вы знаете, каждое слово, которое я говорю, я чувствую, как это внутри меня, это помазание, это вино, оно вливается. Почему? Потому что есть в словах моих жизнь. Иисус говорит, что в твоем языке есть жизнь. Давайте попрактикуйте внутри себя и поблагословляйте Его за все, что Он сделал в вашей жизни. Можете ли Ему прямо сейчас говорить, что ты рад, что Он родил тебя? Может быть, ты иначе думал, но поблагодари внутри, потому что Святой Дух соткал тебя. Бог не просто родители, знаете, там семечко в яйцеклетку попало, но Бог всегда имел с людьми, которые любят говорить о семенах Божьих. Он всегда был с этим народом, Он как с Авраамом и с тобой будет. Он с человеком, который любит говорить о Божьих семенах, о Божьем Слове, о том, что Он это первоначальный, Он, который от начала сущий, и Он вседостаточный, Он тот, который имеет и все держит в своей руке. Он подумал о тебе прежде. Он о мне думал. Он думал о тебе и мне, чтобы мы пришли в эту жизнь. Он мечтал о нас.
Его желание было, чтобы я ходил по этой земле. Его сердце было, Он уберег меня. Я так благодарен, что как Давид или кто сказал, он говорит, слава Богу, что я не жертва аборта. Я благодарю Тебя, Господь, что я имею жизнь. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Что я пришел, Он вдохнул в меня эту славу свою, когда я первый раз о Нем услышал. И когда я услышал о Святом Духе, я возревновал. Когда я услышал, что моя сестра, она говорит на языках, я возревновал, сказал, где ты получила это? Я хочу это иметь. Когда я услышал, что в молитве святых слова, которые я никогда не знал, и эти слова жизни, это были слова не так, как я говорил это, когда ходил без Него. В них был потенциал, мой потенциал. Я даже не знал еще тогда, что пастором меня Бог изберет. Но я уже знал тогда, что Его любовь ко мне велика. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Можешь ли ты сегодня свои чувства к Нему проявлять? Это странно иногда так звучит, когда ты заходишь в потаенную комнату, и тебе говорят, останешься наедине, воззовешь к Нему, Он тебе воздаст явно. И тогда иногда ты встаешь в этой комнате, в свое сердце, когда ты вроде чувствуешь, как-то пустота или что-то там не так, как бы ты хотел. Ты начинаешь молиться, ты не видишь Его, мало того, что, а тебе что-то надо говорить. И вот тут включается вера твоя, доверие Богу. Доверие Богу. Почему приходят в мою жизнь чудеса или изменения? Потому что я доверяю моему Богу. Когда я прихожу и говорю, Бог, приди, не на моих чувствах, я не стараюсь физически 5 чувствами, потому что я не укажу Богу. Но я понимаю, что Господь, пастырь мой, наполняет меня в ту же минуту, когда я к Нему обращаюсь. Потому что Он верен своим словам. Я с Ним встречаюсь. Я с Ним встречаюсь. Это вечер встречи с Богом. Это время поклонения Ему. Давайте прославим вместе с прославляющими. Поклоняйся. Славьте Его. Мы нуждаемся в Твоем присутствии, Отец. Мы должны разогреть свой дух для того, чтобы принимать от Него исцеление, принимать от Него свободу, в которой мы нуждаемся, принимать от Него, просите у Него то, что вы хотите получить. Мы должны прославлять Его, наступать и переступать через свои болезни, переступать через свои проблемы. Потому что Господь, Он вам дает силу, и вы можете все вместе с Ним. Вы можете славить Его, несмотря на то, что у кого-то сейчас болит нога. Вы можете славить, несмотря на то, что у кого-то болит голова. Вы можете славить и славить на полную силу. Иисус, мы Твой народ, мы славим Тебя, Господь. Мы славим Твое святое имя. Мы хотим, Господь, чтобы Ты пребывал с нами, и Ты захватил нас своей любовью, захватил нас своей силой, Отец. О, Иисус, Иисус. Поэтому просто славь, просто славь. Не смотри ни на кого, что происходит вокруг, не смотри на свои проблемы.
Ты